Ош технологиялык университетине кош келиңиздер. Здравствуйте, уважаемые студенты направления дизайн одежды. Сегодня на практическом уроке по дисциплине профессиональная подготовка мы начинаем тему жакет. Хочу отметить, что данная тема очень большая и состоит из нескольких частей. Во-первых, мы должны будем разработать творческий эскиз жакета, потом смоделировать базовую основу жакета и подготовить основные лекала. Затем мы должны сделать раскладку и раскрой основной ткани. Потом раскроенные детали мы должны продублировать, сметать и подготовить их к примерке. Затем провести примерку и внести изменения после примерки. Также нужно разобраться с обработками рельефного шва и выточками, Затем нужно раскроить подкладку, так как мы жакет будем шить на подкладе. Раскроить подкладку, обработать прорезные карманы с клапанами, с листочками, как вам будет это, смотря какую вы модель выберете. Затем, конечно, мы разберем соединение жакета с подкладкой. И в самом конце уже заготовим рукав, двухшовный рукав с закрытой шлицей в локтевом шве. И выполним, конечно, все это мы хорошенько разберем. И в самом конце проведем разметку петель и пришивание пуговиц. Это вот все основные части, которые мы будем проходить по теме жакет. А на сегодняшнем уроке мы разберем, что такое жакет и разновидности жакетов, Мы разберем, какие ткани подходят для пошива жакетов. Также сделаем выбор моделей и техническое описание. Так, давайте же теперь разберем, что такое женский жакет и чем он отличается от мужского жакета. Вообще жакет с французского означает куртка. Это разновидность верхней женской одежды. Способен подчеркнуть любую фигуру, при этом показать ее достоинство и скрыть ее недостатки. И с помощью одной правильно подобранной модели жакета можно составить множество вариаций комплектов жакетов, начиная от классического строгого стиля и заканчивая спортивным стилем, который можно сочетать со спортивной обувью, скажем так. Чем же отличается женский жакет от мужского? Тем, что существует большое разнообразие женских жакетов. Они могут быть удлиненными, укороченными, они могут быть с декором и строгие, они могут быть классических расцветок и пестрые, яркие, И среди всех этих жакетов можно, конечно, себе подобрать интересующую вас модель. Вообще, давайте разберем, сколько видов жакетов вообще существует. Видов фасонов жакетов, наверное, очень много, так как сейчас дизайнеры придумывают колоссальные, такие необыкновенные виды жакетов. Но существует в основном 8 основных видов жакет. Классический жакет, это жакет в мужском стиле, это жакеты блейзеры, болеро, шрак, жакеты кардиганы удлиненные, жакеты, спенсеры и сафари. Значит, что мы можем сказать о классическом жакете? Основным признаком классического жакета является, конечно, приталенный силуэт. И длина классического жакета, она не доходит до линии бедер или доходит до линии бедер или чуть короче линии бедер. Особенностью классического жакета является то, что здесь обязательно есть подкройной бачок, здесь обязательно есть талиевая выточка, Здесь нагрудная выточка выведена в талиевую выточку, или же она перенесена в нагрудную выточку от бачка. Здесь есть классические карманы, прорезные карманы, могут быть в рамку, в листочку с клапанами.
Ну, иногда в некоторых вариациях бывают и накладные карманы. Нужно отметить, что застежка в классических жакетах, она может быть от одной пуговицы до трех пуговиц, да, и застежка здесь может быть однобортная или двухбортная. В классическом жакете обязательно будет отложной воротник с лацканами. При этом нужно сказать, что существует огромное количество моделей классических жакетов. Да? Они могут быть с длинными рукавами, с рукавами 3/4 и рукавами 3/4 и так далее. Следующий вид жакета – это жакеты в мужском стиле. Жакеты в мужском стиле отличаются тем, что они более грубоваты и они намного больше выкраиваются по размеру, на 1-2 размера больше своей обладательницы, да? Так как он характеризуется прямым кроем, и тут минимум деталей, и все вот эти жакеты, они без декора. Но в то же время вот эти жакеты в мужском стиле, можно их сочетать как с брюками, да, классическими, а также их можно сочетать с джинсами и романтичными вещами. Следующий вид жакета – это болеро, это укороченные жакеты. Значит, основная особенность болеро – это их длина, да? Длина их чуть выше линии груди находится, или по линии груди, или чуть выше линии груди. Они характеризуются, в основном используются с длинными рукавами. Также, конечно, можно увидеть модели с короткими рукавами. Болеро можно надевать поверх платьев, поверх сарафанов. И они могут шиться как из трикотажа, так и из ткани. Следующий жакет – это шраг. Особенностью шрага является, что спереди он слишком представляет себя болеро, а на самом деле к спинке он удлиняется. И шраг в основном он изготавливается из трикотажных полотен, да? Следующее – кардиган. Это жакет из трикотажа, но также нужно сказать, что они, в принципе, кардиганы, они могут быть и не обязательно из трикотажного материала. Но основная особенность в том, что это удлиненные жакеты, основная длина ниже линии бедер, и они могут быть без воротников, так и с воротниками. Здесь спенсеры. Спенсер – это модель укороченных пиджаков. У Спенсера очень интересная история, то что ее придумал граф Спенсер в Англии. Он просто взял и снизу отрезал длинные фалды своего сюртука. Следующий стиль, вид жакета – это сафари. Такой вид относится к стилю милитари, да? И сафари – это жакет покроем, напоминающий куртку. Здесь мы, как видим на рисунках, основной особенностью жакетов сафари является здесь большие накладные карманы. Здесь обязательно есть опоясывающий пояс, да, вот этот опоясывающий талию пояс. Здесь можно встретить большое количество хлястиков, пат, каких-то хомутиков, которые передают какое-то военное настроение, да? Шьются сафари в основном из натуральных тканей, льна и хлопка, и носятся они летом. Далее давайте разберем, из каких же тканей можно шить жакеты. Жакеты можно шить в основном из трикотажных шерстяных тканей, да? А при этом, вот если взять трикотажные полотна, это джерси, двойной трикотаж, интерлок, велюр на трикотажной основе, футер, да? И если шерстяные ткани, то это камбольные ткани, букле, габардин, шевиот, велюр на хлопчатобумажной основе и твид, сукно. И при этом эти ткани могут быть однотонными, и они могут быть полоску, они могут быть с пестротканными, с различными рисунками. То есть разновидность этих тканей для жакетов очень большая. Также для жакетов можно использовать лен, да? Можно использовать кожаные ткани. То есть тоже получается интересные современные модели жакетов. А также мне очень нравятся ткани из кружевных полотен, кружево, да, можно использовать для жакетов.
кружево однотонное, кружево с какими-то рисунками, кружевами с набивными рисунками. Потом также можно использовать органзу, при этом прозрачную органзу однотонную или же органзу с набивными рисунками, тоже получается очень интересно. Помимо этого можно использовать джинсовые ткани, да, они тоже очень хорошо смотрятся для жакетов. То есть разнообразие тканей для пошива жакетов очень большое, и в зависимости от какой вид, фасон вы выберете, к такому фасону вы можете выбрать и ткань. На данном уроке, сегодняшнем уроке, вы должны выбрать, то есть создать модель классического жакета. Вначале вы должны провести анализ направления моды на жакеты и вообще на ткани, на расцветку, да, как мы проводим анализ направления моды. Посмотреть основные тренды, а затем создать свою модель классического жакета. При этом при создании модели вы должны показать вид спереди и вид сзади, то есть вид сзади жакета, для того, чтобы мы в дальнейшем конструктора при моделировании могли видеть, что вы именно хотите создать. Вот здесь вы на этом слайде видите 3 модели жакетов, 2 классические жакета, 1 удлиненный жакет. После того, как вы выбрали модель и создали технический рисунок, вам нужно сделать техническое описание. Когда сделаем технический рисунок, обязательно показываем вид спереди. Вид спереди вы можете показать в цвете, вид спереди и вид сзади. А при техническом описании мы начинаем описание всегда с наименования изделия, да, если вы вспомните. Жакет какой? Женский. То есть нужно показать полувозрастной признак, да? Жакет женский, затем мы показываем силуэт, полуприлегающего силуэта, потом указываем, для какой возрастной группы. Для средневозрастной группы. Средневозрастная группа это примерно от 25 до 40 лет, да, у нас получается. Затем мы указываем, из какой ткани мы пошили, из полушерстяной ткани. Указываем, если есть рисунки на ткани, указываем в клетку по диагонали, да. Затем мы должны дать описание длины изделия, длиной до бедер, и если есть подкладка, то указать подкладку на приточной подкладке. Затем мы начинаем описание с полочки, спереди, да. Перед у нас получается сталевыми выточками, с отложными лацканами и ниже линии груди на 4-5 сантиметров, с однобортной застежкой на 3 обметные петли и 3 пуговицы. Показываем то, что спереди есть подкрайной бачок, и здесь у нас прорезной карман в рамку с клапаном получается, да, на данной модели. Мы это тоже должны указать. Далее указываем, чем же спинка отличается от полочки. На спинке у нас, оказывается, есть средний шов. Это тоже нам спинка со средним швом. После описания полочки и спинки мы должны описать конструкцию рукава. Рукав у нас будет вточной, двухшовный, длинный, с закрытой шлицей в локтевом шве на 3 обметные петли и 3 пуговицы. После этого мы описываем воротник. Воротник у нас отложной с отворотом. Ну, если, конечно, есть какие-то декоративные элементы, какие-то, скажем, паты, плястики, пояс, это все нужно, конечно, в самом конце указать. И если у нас есть какие-то, не знаю, может быть, вышивка, какой-то декор еще плюс, этот декор тоже можно внести в техническое описание. Первая часть нашего урока закончена. До скорых встреч, дорогие друзья!